Наверное, как у каждого творческого человека, все шло с детства. Проживая в Узбекистане, в Маргелане, мы, насмотревшись фильмов, играли в айвенгов, в Робин Гудов. В то время мы с досок вырезали, пилили, там что-то делали, луки, мечи, сабли, что-то такое. Занимался спортом, до сих пор занимаюсь, ушу. Для того, чтобы делать некоторые движения и изучать правильно ушу, нужно некое подобие оружия холодного, сабли, мечи. Так как негде было купить, заказать негде было в свое время, решил пойти найти кузницу, сделать сам. Ребята были немножко заняты, я стал им чуть-чуть помогать, чтобы они заказ быстрее свой сделали. И вроде стало получаться. Ну вот и остался, вот уже с 2003 года кузнечу. Мне нравится минимализм, маленькие какие-то вещи делать, ковать. Смотреть, как формируется металл, какой он гибкий, пластичный. Вот. Если брать толстый металл, он очень пластичный. Его когда нагреваешь и бьешь молотком, он иногда принимает такие формы, что не ожидаешь, как пластилин. Прям завораживает. Занимаясь единоборствами, мне близка эта тема, вот, и я решил сделать в национальных узорах или приблизиться хотя бы к ним двух борцов национальной борьбы куреш и ковер в восточном стиле. Если у меня будет возможность, может я попаду на какие-нибудь соревнования по курешу и презентую, подарю, а они могут презентовать это как приз или что-то такое лучшему борцу по курешу. Это вот простой уголок. Строительный уголок железный. Нравится делать из того, что под ногами валялось. Взять просто железочку вот снизу, вроде простой металлолом, и сделать из нее необычную вещь. Я люблю дарить новую жизнь металлу, который уже считается неликвидом. Перед вами кузнечные меха. Мы реставрировали их по гравюрам, по рисункам, очень древних. Вот такими мехами пользовались 30-400 лет назад. За счет двухкамерных мехов мы поднимем в одну камеру перед воздух, верхняя камера ее выдувает сюда. И вы, как вы видите, воздух поступает сюда, ветер, и раздувает угли. Таким образом можно достичь нужной температуры до нагрева металла и работать с ними. Крымские татары работали мехами. Те картинки, которые я видел, они уникальны. Там были меха, они достаточно маленькие были. И кузнецы находились где-то чуть выше колен, стояли в яме, они могли сразу же присесть, а наковальня вверху была. То есть они могли сидеть и работать. Если заглянуть в историю, то кузнецы, которые проживали в Крыму, создавали именно такие утилитарные вещи, которые должны были в хозяйстве пригодиться. Лопаты, кыргыч, который казан чистить, всякие ухваты. Ну а потом уже и, конечно, клинки. Наши клинки славились по всему Черноморью, побережью. Бытует такое мнение, что турки выкупали у нас оружие и переклеймали их, ставили свои клейма, чтобы казалось их хорошее оружие. И потом продавали уже в другое место. В Евпатории, в музее есть два ружья. Они не в том отделе лежат. Я попросил экскурсовода. Она подошла и говорю, а почему ружья стоят в отделе казаков? Она говорит, потому что это казачье оружие. Я говорю, не казачье, это или крымско-татарские, или турецкие. Она говорит, почему вы так думаете? Посмотрите на клейма.
И там клейма было меньше, вот полногтя к мизинцам. Клейма с арабской вязью. То есть отсюда ходила и на Русь, и везде были наши вещи. В кузнечном деле хорошему результату может привести опыт и большое терпение. Без терпения не получится хорошей работы. Она в конце концов смажется и не будет результата такого, который утешит вашу душу и будут радовать ваши глаза. Ну и любовь к делу тоже. Не будет любви, не будет терпения. Это как в жизни. У меня есть большая поддержка, это моя жена, мои дети, мои друзья. Жена постоянно мне помогает, распечатки делает. Она тоже тренер по ушу, и поэтому, наверное, ей тоже нравится холодное оружие. Я и топоров наделал. Мы походники, любим в лес ходить, у нее топорики есть, кинжалы, ножи мои есть. У меня нет, у нее есть. У меня 3 детей, 2 из них взрослые уже работают. Младший очень любит приходить, тоже ковыряться здесь, железки какие-то бить. Вот. По дому тоже там, если видит, что я работаю, пытается брать у меня инструменты и делать то же самое. Помимо кузнечного дела, я занимаюсь и преподаю кунг-фу, восточное единоборство кунг-фу. Мой стиль называется багуаджан. Багуаджан считается мусульманским видом единоборства, так как он был организован и родился в той местности, где жили китайцы-мусульмане. И еще мне нравится тем, что он необычный. Если все виды единоборства практически ходят по прямой или вдоль, или вперед, то багуаджан в круг входит. Он очень похож на танец дервиша. У меня сейчас смешанная группа. Самому младшему у меня 7 лет. Самому старшему 50 с чем-то. Очень интересно получается. Старший учится аккуратно работать, чтобы не повредить малышей, не поломать их. А малыши тянутся за взрослыми. Они перестают чего-то бояться, стремятся сделать так же, как они. Первоначально это, конечно, боевое искусство. Но в ушу так получилось, и в кунг-фу, что есть еще этические стороны. Не просто драка, а еще моральные какие-то, этическое воспитание спортсмена, бойца. У меня есть чемпионы мира, призеры мира есть победители украинских соревнований, чемпионы Украины, теперь уже чемпионы Крыма есть. Есть мечта на территории Симферополя купить земельный участок подальше от домов, сделать школу-музей кузнечного искусства. Работать на самом деле тяжелое и, если честно, не совсем денежное. Чтобы держаться, нужно быть энтузиастом. Видите, я решетки не делаю, ни одной решетки у меня нету. Заборов не делаю, ворот не делаю. Делаю вот такие вот вещи. Я мечтаю передать свое дело, свое умение и искусство новому поколению, чтобы оно не осталось только на картинках или на словах, или в кино, чтобы наше искусство не умирало, а продолжало жить.